Профессиональный день отмечают экономисты. Профессиональный праздник День экономиста в России учрежден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 24 ноября 2015 года и ежегодно отмечается в этот день. Сегодня у нас в гостях министр экономики Республики Майя Данилова. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, позвольте поздравить в вашем лице всех экономистов нашего региона. И уж простите за такой наивный вопрос, как же экономисты отмечают свой профессиональный праздник? Люди с специальностью экономика встречаются практически во всех сферах экономики и работают на практически каждом предприятии. И нужно сказать, что праздник не случайный, он касается большого количества людей. Был он инициирован также не случайно, 11 ноября в 1765 году было создано Императорское вольное экономическое общество. В XVIII веке, получается, и вот это вольное экономическое общество на самом деле функционирует до сих пор, оно всероссийское. В свое время оно являлось инициатором таких вот инициатив, которые, наверное, все знают. Это отмена крепостного права в 1861 году. Также это вольное экономическое общество создавало российскую статистику и также внедряло всеобщее начальное образование. Праздник имеет глубокие исторические корни. В целом сейчас, как мы празднуем, люди отмечают праздник обычно успехами, профессиональными успехами. И мы тоже сейчас хотим отметить, что к столетию ЯССР республика подходит в том числе и в экономической сфере укрепленная. Та задача, которая ставилась к столетию ЯССР, это обеспечение экономического роста темпами выше мировых. Она сейчас реализуется. Валовый региональный продукт, его рост составляет более 9%, это выше, чем в среднем в мире, около 3-4%, который сейчас отмечается. И одно из таких тоже целей к столетию, которое было обозначено, это ввод 100 объектов значимых, и буквально на текущий момент уже введено 89 объектов. Из них в этом году такие крупные можно отметить, как кардиологический диспансер, здание Малой академии наук. В целом в этом году мы планируем ввести 16 школ, 6 детских садов, 30 объектов здравоохранения, 12 объектов спорта, 14 объектов культуры. И это все, конечно же, мы отмечаем как наши профессиональные достижения. И организационные мероприятия также проведем. Специалисты министерства проводят классные часы для школьников. Буквально вчера в физико-техническом лицее экономисты организовали экономическую викторину, провели профориентационную работу среди школьников. Для детей помладше проводим конкурс детских рисунков, для студентов конкурс эссе. Сегодня состоится заседание бюджетного комитета Илтумен, на котором народные депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в налоговую политику республики. Минэкономики как раз-таки выступает инициатором законопроекта. Расскажите, пожалуйста, какие изменения предлагается внести? В бюджетный комитет внесена первая часть законодательных инициатив главы республики в части предоставления налоговых льгот, и в том числе, например, по транспортному налогу. Если ранее была предоставлена льгота для ветеранов боевых действий, то сейчас предлагается расширить ее для таких так называемых участников специальных подразделений. Это, например, ликвидаторы Чернобыльской АЭС. У нас, оказывается, в республике есть такая категория людей, и, соответственно, эту несправедливость мы устранили. Для них тоже предлагаем распространить льготу по транспортному налогу. Для малого и среднего бизнеса предлагается сохранить по патентной системе налогообложения тот потенциально возможный к получению годовой доход, который существовал, у нас был зафиксирован в 2022 году, и мы его сохраняем на уровне до 2024 года, то есть не повышается здесь в данном
случае налоговая нагрузка. И также предлагается продлить налоговые каникулы для упрощенной и патентной системы налогообложения также еще до 2024 года. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев поручил освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога. Кого коснется эта льгота и как это будет происходить? Да, действительно, такое поручение Айсен Сергеевич дал. И, во-первых, это, конечно же, мобилизованные граждане, да, лица, которые призваны военным комиссариатом республики и поставленные на учет в воинских формированиях вооруженных сил, да, Российской Федерации. Это первая категория. Вторая категория, которая предлагается, это так называемые росгвардейцы, это военнослужащие, лица, которые, значит, проходят службу в войсках Национальной гвардии, да, и участвовавшие либо участвующие на данный момент в специальной военной операции. А также третья категория — это добровольцы, которые заключили контракт и, значит, проходят тоже службу, участвуют в специальной военной операции. Но при этом, значит, эта льгота будет предоставляться за 2022 год. Да. Она будет предоставляться в автоматическом режиме, то есть списки будут подавать военный комиссариат непосредственно в Федеральную налоговую службу, да, и Федеральная налоговая служба в автоматическом режиме, значит, будет формировать уведомление с нулевым налогом в 2023 году. Но также ведь и Центр «Мои документы» продолжает прием документов у граждан для оформления мер поддержки членам семей военнослужащим и мобилизованным. Многие подали документы, ждут перечисления средств в размере 200 тысяч рублей. Когда, насущный вопрос, когда? Да, мы работаем над этим вопросом. Да, сейчас Министерство труда, как непосредственно орган, который производит начисление этой единовременной материальной помощи, испытывает затруднения с получением подтверждений, да, из воинских частей по спискам, которые, значит, должны быть составлены военным комиссариатом и переданы Министерству труда. Есть вот возникают небольшие проблемы по времени, да, предоставления этих списков, и поэтому сейчас специалисты Министерства труда выезжают непосредственно в воинские части, чтобы ускорить этот процесс. Вот. И как только, значит, списки будут сверены, начисление проходит, и эту задачу Айсен Сергеевич поставил, значит, всем начислить единовременную материальную помощь в ближайшее время буквально. Да. Но после начисления тоже понадобится небольшое время для того, чтобы провели все банковские, значит, проводки. Да, и мы надеемся, что эту задачу, которую Айсен Сергеевич поставил, мы выполним в ближайшее время. Давайте тогда поговорим и о нынешней ситуации в экономике. Как внешнее санкционное давление отразилось конкретно на нашем регионе? Да, мы сейчас по предварительным данным за январь-октябрь, да, отмечаем, что в целом валовой региональный продукт республики продолжает расти. Значит, рост экономический составляет в пределах 9%, растет промышленное производство в районе 12%, да, увеличивается и добыча нефти, и газа, вот основных наших бюджетообразующих, скажем, отраслей. И видно, что сейчас растет занятость населения, да, на 3800 человек увеличилось количество занятых в экономике, сократился уровень общей безработицы на 6,5%. В сельском хозяйстве также отмечается рост, несмотря на затруднения, да, в летний период. И инвестиции в основной капитал тоже у нас идут с ростом на 1,3%. В целом в экономику инвестировано 280 миллиардов рублей. И как результат работы предприятий финансовый результат составляет 290 миллиардов рублей за январь-сентябрь. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Министерство экономики работает над многими проектами, имеет впечатляющие результаты сейчас, в день праздника. Назовите, пожалуйста, наверное, самых 3 важных проекта, над которыми работает ведомство.
Мы сейчас работаем над таким проектом, он называется «Внедрение регионального инвестиционного стандарта в Республике Саха-Якутия». В составе 45 пилотных регионов Российской Федерации оптимизируем процессы, с которыми сталкивается инвестор при реализации своих проектов, и создали 12 межведомственных рабочих групп, которые рассматривают каждый процесс. Это касается технологического присоединения, да, к электросетям, к сетям газоснабжения, к водоотведению, к электричеству. Да, вот все эти процессы рассмотрены нашими межведомственными комиссиями, да, и мы вот этот путь клиента, начиная, допустим, от идеи, да, заканчивая уже с вводом объекта, если реализуем все намеченные планы по оптимизации этих процессов, сократим на 35%. Да, вот это наша основная задача, тот проект, над которым мы сейчас вот работаем. Второй проект — это вместе с Минпросвещением Российской Федерации и компанией ВЭБ-РФ реализуем проекты по созданию 10 школ в городе Якутске. Из них 6 школ в зоне ответственности Министерства образования находятся, а вот 4 непосредственно это Министерство экономики, так как эти объекты будут создаваться в рамках концессионных соглашений. Это школа на 990 мест в ДСК, школа в Жадае на 360 мест, специальная коррекционная школа на улице Пирогова, да, и адаптивный комплекс для детей с ограниченными возможностями. Это второй проект. Мы должны ввести эти объекты к 2024 году. И, наверное, третий проект, который можно отметить, это создание регионального центра оптимизации услуг на базе центра «Мои документы». Мы стремимся, да, так оптимизировать услуги и делать их удобными для людей. Стремимся к целевому состоянию так называемой концепции 0.0.0. Да, это работа в проактивном режиме предоставления услуги в один клик. Да, это 0, первая 0, вторая 0, это 0 ожидания по времени, то есть услуга день в день. И третье — это 0 бумаг, то есть безбумажный документооборот. Это, конечно, целевое состояние. Не каждая услуга может быть предоставлена таким образом, но мы будем максимально стремиться к реализации данной концепции. Ну и в завершение нашей с вами беседы хотелось бы спросить, какие у вас есть пожелания для работников экономической сферы? Я бы пожелала всем специалистам экономической сферы в наших непростых условиях сейчас, да, быть вместе с людьми, быть человечными, чуткими и, конечно, всем здоровья и благополучия. Благодарю вас, Майя Андреевна, за то, что стали гостьей нашей студии. Желаем вам реализовать запланированные проекты и достичь всех поставленных целей. И еще раз позвольте поздравить вас с профессиональным праздником Днем экономиста. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.